Хәлбзиақәа акыр иаԥсом ҳтелехәаԥшцәа. Аԥсны жәлар реизарахь алхрақәа ирызку ишиашоу ицо аефирқәа ирыцаҳҵоит. Иахьатәи аефир рымоуп Гәдоуҭатәи Жәибжьтәи алхратә ҭыԥ хада акандидатцәа. Иҳаҩсыз ахәышықәсазы ари аҭыԥ хада ахаҭарнакра азиуан Леонид Чимагәуа. Уи иахьа кандидатк иаҳасабалагьы ҳастудиа даҭоуп. Леонид Михаил-иԥа, шәоппонент иҿахәы иҳәартә еиԥш алхратә комиссиа хада инаҭаз алшара ихы еимырхәаӡеит азыҳәан, иахьа шәареи сареи ҳамацара абас ҳаизынханы ҳаҟоуп. Бзиала шәаабеит. Уажәы депутатк иаҳасабала ахәаԥшцәа шәшырдыруагьы ҳаԥҟарақәа инақәыршәаны шәбиографиа ааркьаҿны ицсырдырроуп. Чимагәуа Леонид Михаил-иԥа, Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет даушьҭымҭоуп, занааҭла дбиологуп. Еиуеиԥшым ашықәсқәа рзын аус иуан Цандрыԥшьтәи афермзауад аҟны асоциалтә хьчара Гәдоуҭатәи аҟәша аиҳабыс, анаҩс аџьиа асоциалтә хьчареи рминистр ихаҭыԥуаҩс дыҟан. Иахьазы Аԥсны жәлар реизара депутатс дыҟоуп. Аԥсны Џьынџьтәылатәи еибашьра даветерануп, ианашьоуп агәымшәаразы амедал. Леонид Михаил-иԥа, нас ҳдырраҭара актәи ахәҭа ишаԥу еиԥш, шәара ишәылшоит ҩ-минуҭк иналагӡаны, ҩ-минуҭк шәихы иархәаны иҳашәҳәарц шәызцо апарламент ахь, насгьы иара уажәы шәашәахь схы нарханы исҳәозар, ҽазнык шәызцо, абарҭ ахәышықәса рзыҳәан иҟашәҵаз аусқәа шәызхьымӡаз шәаԥхьаҟа инашәыгӡарц ишәҭаху ҳәа. Иҭабуп, ҽазнык хәылбзиақәа рада, хәылбзиақәа ҳтелехәаԥшцәа, аиаша уҳәозар, абарҭ амшқәа рзы ателехәаԥшра сахәаԥшуан, иқәгылаз даара ирацәан, ара крыздыруа ауаа иқәгыланы ицәажәахьеит. Азаҳан сназхәыц-аазхәыцын, убыржә ирымҳәоз ҿыцак сҳәоҭҳа сгәы иаанагазом, азаҳан абарҭ аҩ-минуҭк ҽакала ҳхы иаҳархәар иҟалозар, иаразнакала азҵаарақәа рышҟагьы сеисыр сҭахын, акызаҵәык инацысҵо убриоуп, хәышықәс рыла изласылшоз ала аус зуит, иназыгӡаз акык-ҩбак ыҟазар, иназымгӡаз аусқәа иаҳа ирацәазар ҟалап, уи азаҳан абарҭ аусқәа ҷыдала сырзааҭгылозар, хархарҭас исымоу, сара сгәы ззыбло сзызхәыцо аԥсуаа рдемографиа, асоциалтә ҭагылазаашьа иахьа, насгьы абри Урыстәылеи ҳареи ҳабжьаҳцо аиқәышаҳаҭрақәа, убарҭ убра даара аԥсуа ҳәынҭқарра интересқәа хчатәуп ҳәа сгәы иаанагылт, убри иааркьаҿны иуҳәозар убриоуп, агьыс нас иҵегь аамҭа ҟалап, иҵегь ҳусқәа ҳрылацәажәап, уаҳа акгьы асызҵаӡом. Еилкаауп, иҭабуп идуӡӡаны, нас ҳаԥҟарақәа инақәыршәаны ари актәи алагамҭатә хәҭа абри ала ихыркәшоуп, ҳаисуеит аҩбатәи хәҭахьы. Аҩбатәи хәҭа? Перебивка у нас. Иаҵаҳҵоит ишиашоу ицо аефир. Леонид Михаил-иԥа, аҩбатәи ахәҭаҿы абас нас саркьалых калачкурк абра иаҳзықәгылоуп ижәбозар, убра азҵаарақәа ҭоуп, еиуеиԥшым азҵаарақәа иахьа ҳҳәынҭқарраҿы гәҭыхас иҳамоу, исшәыҳәоит шәааины акалышәхарц. Ишәықәшәогь ҳбап. Шәахәаԥшуагьы шәҭахӡамызт. Аԥсны ақыҭанхамҩа аҿиараԥа еиԥш шәықәшәеит. Сыздыруам, уиаҟара шәзааигәо аха. Хотела сказать, что я уже давно не в том возрасте, когда девушкам носят записки, но раз вы предпочитаете этот формат, я бы предложил вам в связи с тем, что у нас все-таки оппонент отсутствует, а я знаю, что этому человеку было что сказать, возможно, есть просто причины, которые ему не позволили биться. Я отвечу на этот вопрос. Арестара так хасот, нас я лозар формат гичакала хучики нардба на брджух минутрила хаза антгыло واجي يحزمه راجي يحزمه عكم كوا يا لوزر ينارد بانس سارك يسارك حرلا شو بوجيا شز سارا تاق الصوت سرا شزنك صوت ابرا تيما سيشتش خوزيجي بريرو خيت يا شو بيخا اكتن خميت بنحو راب خين رجلنا ان خيو ابصر خو كتر جوب يحود اخيخا ان خيو اوسي ورت اتغلزا شو قسم عمل يناتشنا يسفريستو خو بارتاشوك سكورينوس قيقة زماجزم يجدروا تشرقي حرقي
وبرجعت نسايقات اللي خبشالة يحضربونا كريديوت كربزورالة يعرطوا بري أو ترتخي نس أشور يجي خرازو تبليس كرهوت نساعزر توكا يخطو يام شزان نسان خيو جبا أخوام زمكان يشو عذر ناس كي يحرك حاحك شخيت وبرجاي ناس شخصي مسزاس أبرا ماندرينا سوا помидор جي أزنة ورسول يرقد حيلا جن ياموزيت زني بايت عميل قليت ناس ومكان يتصاني حمد ميزخو بنقول سيلقو يا خا يشو عذر خشيك نزلنا عن نسخو كارتم تاريخا وترتخا وترحوت عرامبي ححتو وخ ورسطولي سر خشيك عمي وكاجي يعرطم شحت خو بريزجي ورخسرت ياو يخي قلب يزتخم بري حراح تقلزاشه حنت كارت تقلزاشه ينص شبي يقلر خرات سرات تخزم وبرجاي وسرا يزلا سحازال نسيرا انترنت اشجيخن يسدربيت اجرمك شو ابرا اقوا سزرزو ماجرت район корчгяк хап нашартион корчал юра козно кадила фена абринас игры ныршен пиаргаза ракхап нас игра хчоп хайп хезоп ахазнызна баски насахтыс кагалот арайх ешур вебша конкуренция хоп уй мадзам расхараси мадзам хаус ишахтаху макан яхзм музид яхзнм кавазит нас гиан хави хаус yorат чса гисхузом срайзу собрё бабарта формат куйхов сазула ариасара шун пела чшихит يقصد عز يحضروا ده هيحزقوا مبريو بريس حرسي قويا شو عذر يخطو يمشي زعن عبسني يقصد الزم درجدو حسبي انا нас شرجين يزدروت насакалакет фит фядзет нгудо такалакет ахна сбриха хабипара кытна сияла хумыз жигда азамыз шугонала апсыр яхарадзикачар акытыр хирургижра априера кытын хам рнапалак кырпепши қартаз мевкасиш бой а я шо гозер бринас урысшла я жигнала цены сот хучики хайс зымарю базаха на бре на сате мача зинсо что зарай на самом деле на мой взгляд все-таки здесь происходит такого рода процесс старшее поколение, старая формация, да, вообще организация этого труда, она устарела. И в том виде, вот как мы говорим, сохраним село, и туда вернется молодежь, это, на мой взгляд, на сегодняшний день просто нереализуемые вещи. Да? Массовое возвращение. Многие уже переехали в города и думают о том, что они вернутся обратно в село. Это вряд ли. На мой взгляд, здесь другого рода нужны подходы, и эти подходы сегодня известны всему миру. Адуне загирдурут технология чудо коко, насихарако технология корхот, убрегана хела, то есть при небольшом количестве людей, занятых в сельхозпроизводстве, высокая производительность труда. Кстати, за последние 100 лет по многим сельскохозяйственным культурам, вот если взять на гектар обрабатываемой площади, урожайность повысилась в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз. Это произошло за счет технологий. К сожалению, в Абхазии мы в этом варианте отстаем. Понятно, что страна частично признанная, не имеем возможности завозить не только мы, даже сегодня Россия ограничена в приобретении современных технологий. Но тем не менее, когда мы говорим о сельском хозяйстве, мы должны отдавать себе отчет в том, что возродить его в той форме, в которой это хозяйство было до сегодняшнего дня, невозможно. Да, нужны новые подходы, надо искать, пробовать, пытаться. Положительный пример есть, это радует. Кстати, вот, Леонид Михайлович, очень многие и кандидаты, и вообще политики в своей риторике вот употребляют такое выражение, как Абхазия – это аграрная страна. Как вы вот к этому относитесь? Ну, по факту это не аграрная сторона. По возможностям нужно к этому стремиться, потому что сегодня ни для кого не секрет, человечество, пройдя огромный отрезок времени, тем не менее, сегодня борется за то же, за что боролось 1000 лет тому назад. То есть это продовольственная безопасность, обеспечение своего населения собственным продуктом. Более того, если всерьез и в расширенном формате посмотреть на эту тему, сегодня многие проблемы связаны с качеством продуктов. И вот есть ведущие там американские компании типа Monsanto, если я не ошибаюсь, которые производят генно-модифицированную продукцию. Во всем мире доказано. Вот у нас каждый второй
Ну, каждый третий брак, он бесплоден. В Абхазии сегодня эта тема очень серьезная. Кстати, и, наверное, она когда-то будет обсуждаться отдельно. Нужно искать выход из ситуации. Сейчас на другую тему перешли. Да, нет, но я возвращаюсь к сказанному. Связано это с качеством питания. Во многом ученые приходят к такому выводу. Мы же вот здесь, в Абхазии, получаем вот наглядный пример того, что мы питаемся завозной продукцией. Отследить невозможно. Крупнейшие государства, современные европейские страны не могут отследить качество продуктов завозить. Это можно сделать разово, но регулярно контролировать это невозможно. Мы в свое время имели возможность, в советские годы, вы сами сказали, иметь продукцию собственного производства. У нас нет абхазского сыра. Сегодня, кстати, кто-то подал, и я рад, что просят кредиты для того, чтобы создать бренд «Абхазский сыр». Проблем очень много, говорить есть очень много о чем, но Понятно. Сейчас эфир, наверное, не позволит нам в развернутом виде обо всем этом сказать. Кстати, вы уже затронули вот эту тему. Долг свой перед нашим урной мы выполнили. Можем перейти, кстати, к другой теме. Вы уже начали вот говорить, я как понимаю, о демографии. И мне хотелось бы об этом тоже поговорить, потому что я знаю, что для вас это близкая тема. И вы уделяли внимание в этом созыве парламента этому очень много внимания. Вообще, на ваш взгляд, вот есть необходимость в разработке вот, и принятии вот, концепции демографической политики Абхазии? Думаю, сейчас наш разговор с вами на эту тему вызовет раздражение у некоторых наших телезрителей. Тем не менее, да, придется, наверное, затронуть эту тему. Рискнем. Дело в том, что вот вы сейчас говорили о продовольственной, мы говорили с вами о продовольственной безопасности, о том, что происходит с нашим сельским хозяйством. Ну, по большому счету мы видим, что мир стремительно меняется. Рушатся государства, сегодня странами, да и десятками стран могут править монополии и так далее. Создать, разрушить государство ничего не стоит. Перед нами, как перед малочисленным народом, как государство с небольшим народонаселением, стоит огромный выбор. Быть нам или не быть. В этом случае нам необходимо и прогнозирование, и планирование своего будущего хотя бы на 2-3 десятилетия вперед. И я считаю, почему я как бы больше склонен заниматься этой темой. Может, она меня как бы внутренне больше беспокоит, но этой темой занимался весь наш созыв. Результаты есть. Результаты эти, конечно, они сегодня еще не дали какого-то результата. Думаю, он будет в ближайшее время. Но вопрос в чем? Если мы не будем прогнозировать, что будет с нашей страной в этом плане через 10 лет, через 20 лет, мы наблюдаем миграционные процессы, которых в мире не было несколько столетий. По крайней мере, вот в советское время там и постсоветское время я не помню, вот за исключением последних нескольких лет, когда миллионные толпы беженцев с Африки, с Азии попадали в Европу. И эти процессы набирают обороты. Если мы оглянемся вокруг себя, то мы увидим, что у нас в стране сегодня очень много приезжих людей. Да, мы их называем гастарбайтерами, но я вижу, что многие из них приехали с семьями, многие из них приобретают жилье тем или иным способом и оседают здесь. И перед нами стоит вызов огромный. Мы не можем вечно балансировать на грани того, быть или не быть. Кстати, я хотел бы, вот пользуясь тем, что говорю сегодня сейчас по-русски, сказать это во всеуслышание. Дорогие наши сограждане, дорогие сограждане не абхазской национальности, я вас очень прошу не воспринимать так болезненно то, что мы сегодня делаем для абхазского народа. Я вас уверяю, что это первый пробный шар. И если завтра ожидаемые нами результаты в развитии нашей страны и экономики будут проявляться, мы сделаем все для того, чтобы эта программа охватила в том числе и не абхазское население. Но я думаю, что наши сограждане и армянской национальности, которые пережили трагические моменты истории в начале 20 века, прекрасно должны нас понять, что мы не от хорошей жизни это делаем. Мы не многомиллионный народ, нас всего
ну, сотня, если будет, тысяч людей у себя на исторической родине, и в любой момент мы можем исчезнуть и ждать, когда появятся возможности для всех, чтобы никому не было обидно, мы не можем себе это Если позволить. кто-то не понял, я хочу сказать, что Леонид Михайлович говорит о фонде Азхара, учредителем которого он является. А, кстати, есть какие-то недовольства, вы чувствуете? Ну, я слышу эти недовольства в той или в иной форме, часто завуалированные от представителей абхазской национальности. Есть люди, которые считают, что это надо было сделать не так, по-другому, выплачивать не на руки и так далее. Ну, знаете, как вот, считаю вообще, давайте мы забудем вот о вот этой полемике. Вот здесь у вас прекрасные эфиры с кандидатами в депутаты. Все красиво говорят, я, честное слово, с восхищением некоторых слушаю. Понятно. Вот скажите, я договорю, извините, Рада. Хорошо. Да, у меня просто такая вот позиция, давайте уже попробуем и поработать. Вот я замечал, что мы 20 лет говорим, прошли мы немалый отрезок времени, да, но говорим мы много. Да, этот созыв парламента создал этот фонд, благодаря там чему сегодня есть какие-то возможности. Не совсем правильно, не совсем удачно, может быть, но если кто-то знает, как это сделать лучше, я предлагаю помочь нам, и все. Кстати, что касается вот фонда Азхара, вы на себя взяли такое ответственное, хоть оно и амбициозное, такое бремя. Вот, ну, всего лишь 2 месяца, да, как идут выплаты, я как понимаю, да? Но все равно вы же готовились к этому уже давно. Вот за этот период есть уже какие-то вот результаты, вы чувствуете? И не спасовали ли вы еще, не испугались ли вы этой ответственности? Благодаря нашим коллегам и в том числе спикеру парламента в этот фонд попали спонсорские, благотворительные или благотворительские средства, не знаю, как правильно сказать. И мы фактически первый месяц оплачивали за счет этих средств. И к нашей огромной радости, я не могу пока сказать, с чем это связано, но вот статистика, которая была официально, она говорила о том, что в месяц в многодетных семьях рождаются дети, если в общем количестве абхазов 1000-1200 в год рождается, а вот третьих и последующих 200-250. Вообще последние 2 года их родилось 218 и 220. Только за январь месяц, родившихся, вернее, в январе, обратилось к нам 27 семей. Ну, вы вообще следите, это реальное вот подспорье, да, для семьи? Это реальное подспорье, хотя меня удивляет, когда начинаются рассуждения на тему того, что вот вы знаете, надо не на руки дать, а как-то по-другому, или это что за день. Мы же не покупаем детей. Ну, когда вы меня поймите правильно, когда видишь, какие молодые ребята приходят к нам и видишь, что это они далеко не из обеспеченных семей, да и для нормального любого человека 100 тысяч неплохое подспорье, хотя бы для того, чтобы приобрести ребенку и коляску, и кроватку. Кто-то с сарказмами об этом писал. У нас время заканчивается. В общем, вы вот в следующем созыве, если вас изберут, вы будете продолжать эту программу, будете продолжать этим заниматься? Мне было бы стыдно, если бы я ее хотя бы этот год, являясь одним из участников этого процесса, не попробовал бы ее довести до конца. А по истечении этого года, если у меня такая будет возможность, из этой студии в эфире абхазского телевидения я готов обратиться, независимо, буду я депутатом парламента или не буду, обратиться к нашему народу, уже получить всеобщее одобрение, нужно нам это делать или не нужно. А потом спасибо большое. Мне говорят, что у нас, к сожалению, время истекло, наши 15 минут быстро прошли. У вас есть 1 минута для того, чтобы обратиться к своим избирателям. Леонид Михайлович, 1 минута – это очень много. Что я бы хотел сказать? Уважаемые сограждане, выборы депутатов или президента – это не конец, это всего лишь начало работы будущего парламентского созыва. Это не повод обижаться друг на друга, не повод говорить друг за друга гадости. Нам надо всем вместе думать о том, каким будет наше государство, и переживать за его будущее. Тауп дарат за суажлар, батушу костот, и истахуп пенткараш хуска маншалла харас, хаза гауси сахвар, хуска маншалла хот хасуяна год, и тауп дарат за бзираза. И того бы дудзен Леонид Михайлович пак вчера куаш зига счет арт алхар курджаем. Тбуб шахайс. А крып сох телехоп штраш, рехари, уаха хайтик счет минутку рыштех.